Технопарк Якутия – это место, где объединяется наука и бизнес. Объединяя сообщество по следующим направлениям – информационные технологии, энергосбережение, строительство, биотехнологии, производство, транспорт – Технопарк исполняет свою миссию. За 7 лет своей работы Технопарк выпустил 25 предприятий, пропустил через свои акселерационные программы более 150 компаний. Эти компании, являющиеся сегодня полноправными участниками рынка, прошли весь путь инкубации – от бизнес-идеи до запуска производства. Сегодня Технопарк Якутия – это сервисы, благодаря которым стартап получает шанс выйти на нужный рынок и удовлетворить инновационные потребности региона, страны, мира. Технопарк – это не только сервисы. Региональный центр инжиниринга Технопарка Якутия относится к инфраструктуре государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. РЦИ призван содействовать технологическому развитию производственных предприятий республики, новых технологий в промышленное производство. Биотехнологическая лаборатория Технопарка Якутия является базой для компаний-резидентов Технопарка, ведущих передовые исследования в области клеточной и молекулярной биологии, регенеративной медицины, микробиологии, биохимии, генетики. Технопарк – это парк высоких технологий IT-парк Якутск. Перед IT-парком стоят задачи аккумуляции IT-проектов, обеспечения реализации полного цикла развития IT-компаний, предоставления резидентам сервисов на уровне национальных стандартов и интеграции их в национальную и международную инновационную экосистему. При IT-парке работает акселератор B8 Фонда развития инноваций республики. На данный момент запущен первый трек, на который были отобраны 8 IT-стартапов. Акселератор B8 ускоряет выход стартапа на следующий уровень развития – интеграцию на внешние рынки. Технопарк Якутия. Претворяя идеи в жизнь. Сегодня стартовало совещание лидеров цифрового развития. IT-парк стал площадкой для первого дня. Значит, мы провели экскурсию для регионов. Регионы остались впечатлены нашим IT-парком. Некоторые говорят, что у нас лучший IT-парк в России. Все лечебные учреждения нашей республики в ближайшие годы получат возможность интернета, не только подключения к интернету, но и быстрого интернета.
для нашего всероссийского слета цифрового актива.
Добрый день, уважаемые гости и зрители нашего мероприятия. Мы рады приветствовать вас на торжественном закрытии и подведении итогов 8-й республиканской выставки Saha Innovation 2020. Как вы знаете, в течение этой недели проходили различные мероприятия в рамках Saha Innovation, и мы стали зрителями таких мероприятий, как виртуальная выставка инновационных проектов и разработок, мастер-классы и лекции. Также прошел образовательный интенсив стартап-марафон, и сегодня утром прошла битва стартапов. Это онлайн-питч-сессия инновационных проектов. Традиционно мы начнем с подведения итогов битвы стартапов, и для оглашения имен победителей, занявших 3-е место, слово предоставляется заместителю генерального директора венчурной компании «Якутия» Птицыной Вере. Добрый день. Спасибо за приглашение, за возможность поучаствовать в данном мероприятии. Радует, что оно состоялось, прошло в формате онлайн. Рада объявить участника, занявшего 3-е место. Было очень сложно выбрать. Все проекты очень замечательные, интересные. Итак, 3-е место занимает проект Live Tracker Владимир Гольцов. Аплодисменты проекту Live Tracker из города Владивосток. И мы объявляем, что они становятся обладателями таких призов, как сертификат на медиапродвижение технопарка Якутия, сертификат подарочный от компании Hottent и сертификат от технопарка Якутия на сумму 10 тысяч рублей. Ребята, мы вас поздравляем. Итак, мы идем далее, и у нас 2-е место. И для оглашения имени победителя я приглашаю Слободчукову Анну Семеновну, временно исполняющую обязанности генерального директора бизнес-инкубатора Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, уважаемые организаторы конкурса и участники. Проекты все были очень интересные, особенно порадовали проекты школьников. Вот по битве стартапов мне выпала огромная честь объявить победителя, занявшего 2-е место. Это Попов Сергей с проектом GoGo Courier. Поздравляю. Поздравляем проект GoGo Courier и компанию GoGo Technologies со 2-м местом на битве стартапов. Оглашу призовой фонд. Это 5000 рублей на услуги от компании Avatec, сертификат от компании Nordwood и сертификат от технопарка Якутия на сумму 15 тысяч рублей. Мы вас поздравляем за 2-е место. И торжественно объявить имя победителя битвы стартапов в рамках нашего мероприятия Saha Innovation. Я передаю микрофон, слово Аяну Федорову, пиар-менеджеру компании Майтона. Так, всем привет. Я очень рад, что мне выпала честь огласить 1-е место. И сразу перейду, долго не буду говорить. 1-е место занимает команда JobJob. Давайте поднимем наши руки и похлопаем их в честь. На самом деле это очень полезный и нужный проект, который должен и его вообще нужно развивать. И желаю ребятам успехов, в том числе и в творческом плане. Так что дерзайте. Всего хорошего вам. Мы поздравляем победителей нашей битвы стартапов. Это команда JobJob с их проектом JobJob, и они становятся победителями и получают 30 тысяч рублей от нашего генерального спонсора компании Майтона. Поздравляем, ребят! Ну а я напоминаю, что у нас призовой фонд составляет более 200 тысяч рублей, которые предоставили наши генеральные спонсоры, компания Майтона и венчурная компания Якутия, а также официальный спонсор компания Теплый край и наши партнеры-друзья. Ну что ж, это была битва стартапов, но самое главное еще впереди – это, конечно, победители онлайн либо виртуальной выставки Saha Innovation. Как вы знаете, каждый год мы проводим эту выставку в рамках, посвященному Дню рационализатора и изобретателя, и в рамках Исеха Туймады. Поэтому в этом году тоже мы не отстаем от нашей концепции. Всего на выставке приняло участие ровно 32 проекта. И судейская экспертная комиссия выявила лучших по следующим 4 номинациям. Лучшее виртуальное оформление, номинация «Лучший изобретатель», номинация «Народный выбор» и номинация «Лучшее виртуальное оформление». Итак, номинация
Лучшее виртуальное оформление. И для оглашения имени победителя слово предоставляется исполняющему обязанности директора технопарка Якутия Габышеву Петру Петровичу. Дорогие друзья, всем привет. Долго тоже не буду вас задерживать. Спасибо всем партнерам нашим, спасибо вашим участникам, что нас поддержали, приняли участие. Вот немножко цифр. У нас уникальных посетителей 2930 в этом году было. Я думаю, что это примерно сопоставимо, наверное, с уровнем Sakai Innovation на SEC. Может быть, чуть больше. Ну, просмотров 10 тысяч. То есть я думаю, что мы превысили показатели прошлого года. Итак, лучшее виртуальное оформление выставки Sakai Innovation 2020 побеждает команда Run with Zippy. Ранго! Мы поздравляем Петра Лукачевского и его команду Run with Zippy с победой в номинации «Лучшее виртуальное оформление». Им достается 20 тысяч от компании «Теплый край» и сертификат от технопарка Якутия на сумму 10 тысяч рублей. Мы поздравляем вас. Итак, мы идем далее. И спасибо, Петр Петрович. Следующая номинация «Юный изобретатель». Как вы знаете, инновационная сфера, она очень ярко поддерживается молодыми дарованиями. И помимо таких крупных мероприятий, как «Моя профессия IT», проводятся, и они участвуют также и на нашей выставке. Итак, объявлять имя победителя будет у нас Александр Константинович Соломатов, инженер-исследователь отдела научно-технической экспертизы Академии наук Республики Саха-Якутия. Итак, Александр, мы вас слушаем. Да, здравствуйте, коллеги. Я вас приветствую. Меня слышно, да? Да, вас слышно. Александр, включите, пожалуйста, звук. Вы его отключили. Слышно? Да, продолжайте, теперь слышно. Слышно, хорошо, спасибо. Итак, я хочу сказать, что несмотря на такие сложности, у нас Sakai Innovation конкурс продолжается. Я рад, что он состоялся, рад, что было много участников, интересные были проекты. И самое главное, что у нас очень много юных участников, и я хочу поздравить у нас победителя в юном изобретателе в проекте. И проект называется «Умное зеркало» на базе процесса Raspberry Pi. Победителем стал Изик Владислав, город Нерюнгри. Проект очень интересный, креативный. Я хочу пожелать дальнейших креативных идей, творческой работы и очень много, можно сказать, океана интересных идей, которые вы воплощали в дальнейшем жизнь и практику. Итак, мы поздравляем Владислава и его команду с победой в номинации «Юный изобретатель». Желаем также активно в дальнейшем участвовать на наших мероприятиях, основать свой стартап и развивать IT-отрасль в Республике Саха-Якутия. Мы тебя поздравляем, и приз достается по этой номинации. Это подарочные сертификаты от компаний «Технопластик» и компании «Сахачай», а также призовой сертификат от компании от технопарка Якутия. Итак, спасибо, Александр. И следующая номинация у нас «Лучший изобретатель». Как я говорил ранее, данное мероприятие посвящено, конечно же, ко Дню изобретателя. И для того, чтобы огласить имя победителя, я приглашаю Георгия Петровича Андреева, заместителя министра инноваций Республики Саха-Якутия. Всех приветствую. У нас завершается очень интересное мероприятие. Мы в эти дни за этим внимательно все наблюдали, да. Комиссия очень волновалась, столько много достойных проектов, достойных предложений, достойных изобретений. И вот я хочу сейчас объявить победителя в номинации «Лучший изобретатель». Это производство современных коленных модулей для протезов ног. Руководитель проекта Иван Худяков. Также хочу сказать, что это компания «Резидент» Сколково. Хочу поздравить победителей. Хочу дополнительные слова поддержки сказать. Это то, что вот их изобретения, это вот коленные модули современные, очень нужны сейчас не только в России, да, но и я уверен, просто я этот рынок изучал в прошлом году. Цены, допустим, в тех же США там достигают космических высот. Да, я уверен, что как только вы широко выйдете на рынок, я знаю, что вы уже продаете их,
вас будет преследовать будет успех. И я рад, что именно вот мы на Saha Innovation, да, стали очередной ступенькой к достижению такой гигантской горы вот этого успеха. И мы будем такой маленькой, но очень надежной ступенькой Saha Innovation. Спасибо большое, поздравляю. Да, позвольте от имени организаторов тоже поздравить победителей по номинации «Лучший изобретатель» и сообщить, что вам также, помимо призовых сертификатов, вручается сертификат от Технопарка Якутия на упаковку вашего проекта. Поэтому вас поздравляем и желаем дальнейшего развития. Ну и перед тем, как... спасибо, Георгий Петрович. Перед тем, как объявить имя победителя по номинации «Народный выбор», это, скорее всего, да, самая главная номинация, я бы хотел объявить имя проекта и команды, которая заняла второе место по итогам народного голосования, и им стал проект гидротеплоавтостоянка НЭЦУ в условиях Крайнего Севера. Мы вас поздравляем за второе место и передадим в дальнейшем ваш ценный приз от Технопарка Якутия. Итак, кульминация всей выставки, а именно имя победителя по номинации «Народный выбор». И попрошу озвучить его представителя генерального спонсора, генерального директора венчурной компании «Якутия» Василия Ефимова. Василий Васильевич, мы вас слушаем. Всем привет. Добрый день, Николай. Спасибо, что представил. Очень рады быть спонсором такого мероприятия. Мы, на самом деле, традиционно спонсоры Saha Innovation, но и рады, что наши выпускники активно участвуют. Ну и больше всего рад тому, что появляются новые лица. Ну, не совсем даже новые. Я бы хотел сейчас вот огласить победителя в номинации «Народный бюджет». Ой, извините, «Народный выбор», прошу прощения. Проект «Умное зеркало» на базе Raspberry Pi 3B+, стартап-лаборатория информационно-технологического лицея номер 24 города Нерюнгри. И состав команды: Владислав Ижик, Денис Еремин и Олег Гадизов. Хотел бы отметить также, что ребята являются участниками конкурса «Моя профессия IT». Вот, поэтому такая классная цепочка уже сейчас прослеживается. И уверен, что ребята, когда уже окончат школу, создадут вот свои компании, они, наверное, придут к нам в акселератор B8. И очень рады, что город Нерюнгри активно участвует в развитии нашей инновационной экосистемы. И ребята молодцы, аплодирую вам. Спасибо. Поздравляем вашу дружную команду и рады сообщить, искренне поздравляем, и рады сообщить, что вы стали обладателями денежного приза в размере 30 тысяч рублей от венчурной компании «Якутия», призового сертификата от Технопарка Якутия на сумму 15 тысяч рублей и, конечно же, сертификат на поездку, на бизнес-миссию с участием нашего замечательного Технопарка Якутия. Поэтому, ребята, готовьтесь, будем вместе ездить и развиваться. Что ж, мы поздравляем всех победителей по 4 номинациям, победителей битвы стартапов. И хотелось бы в режиме онлайн, через Zoom, услышать ваше мнение и подвести итоги по поводу нашего мероприятия. Уважаемые победители, если есть желающие, можете поднять руку или включить микрофон и камеру и поделиться своими впечатлениями. Мы вас слушаем. Есть желающие. Да, Владислав, слушаем. Здравствуйте. Для меня большая честь получить награду «Народный выбор». Хотелось бы поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Также среди участников было много интересных проектов, поэтому моя победа еще более приятное событие. Хотелось бы сказать, что занимаюсь инновационными проектами уже несколько лет. Разработку ведем в стартап-лаборатории ETL24 в Нерюнгри. Участие в выставке – это очень интересный новый для меня опыт. Мы часто принимаем участие в проектах Технопарка Якутия в Нерюнгри, в Якутске, например, как уже говорили, в моей профессии IT. Еще раз хочу сказать всем спасибо. У меня все. Поздравляем еще раз, Владислав, с победой. И также еще парочку отзывов, если будет замечательно. Есть желающие выступить? Хорошо, в любом случае, все зрители и участники могут ознакомиться подробнее с итогами на нашем официальном сайте. А сейчас, по традиции, завершая наше мероприятие, я бы попросил многих участников конференции в Zoom включить свои камеры, чтобы сделать общее фотографирование.
Давайте соберемся. Сейчас проверим. У нас 32 участника. И почти у всех есть камеры. Так, еще буквально пару секунд. И по отмашке режиссера мы сделаем скриншот. Итак, ребята, готовы? Николай готов? Николай готов. Итак, 1, 2, 3, фотографируем. Еще раз. 1, 2, 3. Николай, сообщите, получились ли кадры? Есть. Что ж, на этой торжественной ноте всем хочу сказать большое спасибо за участие организаторам, нашим партнерам, генеральным спонсорам, участникам, зрителям. Это уникальный опыт. Как вы знаете, в этом году многие мероприятия переходят в онлайн-формат, и наша 8-я выставка была не исключением. Все прошло на ура, много нового узнали, и до новых встреч. В следующем году мы вернемся с еще большим размахом, и будет много нового интересного. Всем удачи, всем пока! Предоставляется министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолию Аскалоновичу Семенову. Приветствую. Всем спасибо, кто приехал к нам издалека на нашу выставку, всем участникам выставки Saha Innovation. Думал о том, что мы действительно делаем большое дело. Мы 7-й раз проводим такую выставку Saha Innovation во время праздника СССР. От лица фонда Сколково хотел бы приветствовать всех участников выставки, гостей. Каждый год очень приятно видеть, что те проекты, которые год от года регулярно участвуют, они растут над собой, делают какие-то новые продукты. Аплодисменты, уважаемые участники и гости выставки.
Дорогие друзья, сегодня в 7-й раз проходит выставка Saha Innovation во время нашего праздника ESEC Туймады. Я очень благодарен всем организаторам этой выставки, это команде Технопарка, команде венчурной компании Якутия, нашей Академии наук, университету, за то, что мы каждый год показываем свои достижения. У того народа, у кого нет прошлого, нет и будущего. Чтя традиции, мы должны быть открытыми к будущему, изобретать, придумывать и выживать. У нас есть такой слоган «Innovate or die». Да? Для Якутии это очень актуально. И с каждым годом выставка становится все больше, проекты все лучше. И я считаю, что Saha Innovation удался, состоялся, и новые победители будут открывать новые горизонты. Всех еще раз с праздником, всем удачи! Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша выставка, 7-я по счету уже, Saha Innovation, приуроченная к ESEC Туймады 2019. Мы определили победителей, вручили призы, ребята очень довольны. Ну, в общем, все пошло очень хорошо, на позитиве. Мы считаем, что количество участников каждым годом растет, количество посетителей тоже увеличилось. Это отрадно, что такое внимание оказано на нашей выставке. И в этом году мы попали в программу ESEC официально, то есть мы встали на карту. И я считаю, что это помогло нам привлечь больше внимания к выставке. Спасибо главе города Якутска Светлане Владимировне, что она посетила нашу выставку, ознакомилась с проектами. То есть дальше будем, надеюсь, работать в позитивном ключе. Ну, спасибо спонсорам, организаторам выставки, спасибо нашей команде Технопарка. И с праздником ESEC. На самом деле выставка была просто замечательная. Проекты мне очень понравилось, что они были совершенно разноплановые. От роботов и котлов до чая и краски. Было очень сложно выбрать победителя. Все эксперты сошлись в мнении о том, что у участников каждый проект был по-своему уникальный. И каждый обладал какой-то изюминкой. У кого-то был проработан потенциал коммерциализации, кто-то был достаточно инновационен. Как представитель Сколково я хочу сказать, что Технопарк Якутия и выставка Saha Innovation – это отличный задел для дальнейшего развития инновационного потенциала республики. Спасибо за эту выставку, это был замечательный день.